А между тем, фестиваль «Зима начинается с Якутии» в Якутии уже стартовал. Мы уже не раз об этом говорили. Да, и в рамках этого фестиваля уже съезжаются гости. Одним из ярких событий этого фестиваля станет ярмарка меха «Тепло России», на которой участвует королева меха России Ирина Крутикова, которая у нас сегодня в студии. Да, Ирина Владимировна сегодня у нас в гостях, а вместе с ней министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Ирина Высоких. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ирина Владимировна, мы знаем, что это ваш второй визит в нашу республику. Скажите, пожалуйста, откуда такой интерес к республике, к фестивалю? А как не может быть интерес? Когда Якутия такая интересная страна, здесь такой народ интересный, который может все абсолютно. И поют, и рисуют, и шьют. Все делают совершенно великолепно. И плюс в Якутии есть то, чего нет нигде в мире. Например, морозы, такие как здесь. И при этом люди живут совершенно нормально. Ну, масса всего, что есть в Якутии. И мне очень жалко, что, во-первых, про это никто не знает, а во-вторых, с этого надо деньги получать. Большие, интересно, получится получить. Я надеюсь, что большие, да? Да, конечно. Да, вот как когда раз такой министр... Ирина сейчас скажет, поделится вообще планами на фестиваль, что планируется, какие есть идеи. У нас, на самом деле, работа с Ириной Владимировной началась уже вчера. У нас прошло очень интересное мероприятие, межведомственное, потому что, если говорить о деньгах, да, то это можно сделать только совместными усилиями. Вчера вот я пригласила Министерство промышленности своих коллег, пригласила Сахабулт, пригласила образовательное учреждение, и мы погенерили, подумали, каким же образом мы все-таки можем сделать местное пушное производство рентабельным, и вывести его, ну, для начала хотя бы на российский рынок. А завтра у нас есть очень тоже интересное мероприятие, будет такая спич-сессия в точке кипения, где будет уже более широкая публика думать на эту тему, как развить местное производство в этой сфере. Сегодня Ирина Владимировна поработает плотно с образовательными учреждениями. Мы откроем сегодня в Триумфе ярмарку, где наши ремесленники покажут, что они уже сейчас на сегодняшний день делают. И я всех приглашаю поучаствовать, потому что там будет разыгрываться приз, пошив от королевы меха России, от Ирины Владимировны. И каждый житель, который приобретет что-то, какой-то товар от наших местных производителей, сможет поучаствовать 2 декабря на празднике Строганина. Будет разыгрываться этот замечательный, я считаю, приз. Да. А вот сами вы что ожидаете от этой ярмарки, как министр? От ярмарки я прежде всего хочу получить впечатление Ирины Владимировны. Вчера мы уже начали разговаривать на тему, какие все-таки есть у нас проблемы, какие есть точки роста в этой сфере, что нам нужно сделать. Мы поняли, что большая проблема есть, начиная с образования. Выяснили даже то, что у нас из классификатора пропала очень нужная профессия, моторист, правильно, да? И, конечно, художник-модельер и моторист – это немножко разные понятия, а у нас готовят конкретно людей, которые должны создавать искусство, но не совсем как бы такую узкую специализацию. А здесь, как мы знаем, вот Ирина Владимировна нам рассказала, что каждый должен заниматься своим делом. То есть четко, если вы рисуете эскизы, вы должны рисовать эскизы. Если вы работаете на машинке, вы должны хорошо делать именно это. Вот в этой сфере мы вчера поговорили с колледжем технологии и дизайна, с АГИКИ, с Институтом культуры и искусств, и пришли к соглашению, что мы все-таки в этой сфере будем развиваться, а мы будем помогать. То есть мы готовы привести тренера, специалиста из России, хотя нам коллеги вчера настойчиво рекомендовали привести такого специалиста из Греции. Но Ирина Владимировна сказала, что в России достаточно таких мастеров, достаточно высокого уровня, у которых сами же греки и учатся. Поэтому мы привезем... А вот чем сама Ирина Владимировна сегодня будет удивлять? Да, скажите, пожалуйста. Я не знаю, чем я буду удивлять, я сама удивляюсь все время, когда здесь бываю, и вижу, что здесь люди могут сделать и что делают. Я не перестаю удивляться, и в частности, вот насчет Деда Мороза, еще в первый раз, когда я сюда приехала, меня совершенно поразило, почему Дед Мороз, почему у него дом в Москве.
Почему фактически вот о том, что в Якутии начинается зима, никто не знает. На весь мир должны это знать, что зима начинается в Якутии, потому что таких температур, как в Якутии, нигде не бывает. И дом здесь для Деда Мороза надо построить ледяной. И чтобы отсюда все, вот пошла вся зима на весь земной шар. Спасибо большое. Хочется пожелать, чтобы этот фестиваль прошел еще более на высоком уровне, привлек новых интересных гостей, а ярмарка прошла на ура и оставила только самые теплые впечатления. Благодарим вас за Спасибо. участие. Спасибо. Дорогие друзья,